Город, которого нет. В этом районе Постав, сегодня больше напоминающем заброшенный пустырь, всегда были военные. До 1939 года стоял польский драгунский полк. В советское время здесь дислоцировалась ракетная часть. В некогда конюшнях были учебные корпуса, а на месте манежа стадион. В 90-х, после расформирования военного городка, казармы опустели и сейчас пугают пустыми глазницами окон. К спокойствию на плацу снявшие погоны люди привыкали с трудом. Это был городок, который назывался Пятый, условно, военный городок. А в принципе, так как на этой территории размещались воинские части, он был фактически градообразующим, что ли, элементом. Потому что те воинские части, которые дислоцировались здесь, они, большую очень вносили лепту в жизнь города. Во-первых, столько людей было задействовано на рабочих местах. Служащие советской армии, прапорщики, это все в основном были местные жители. То есть уже рабочими местами люди были обеспечены. Девушки здесь выходили замуж, образовывались семьи, поэтому жизнь кипела во всех отношениях. Когда отсюда ушли военные, казалось, и жизнь городка остановится. Все валилось, как снежный ком. Люди уезжали, квартиры пустовали, каждый 10-й был безработным. Кто-то подался в Россию, кто-то поворачивал ход своей личной истории на 180 градусов, менял профессию и образ жизни. Два в одном. В советское время в Поставах располагалось сразу два военных городка. Вот этот под номером 5 был закрытым. Рассказывают, движение останавливалось, а досы, то есть дома офицерского состава, содрогались, когда по этой центральной улице перегоняли ракетную технику. Так что жители городка не раз в год на 9 мая, а постоянно становились почти участниками своеобразного военного парада. Сергей Седых ни место жительства, ни образ жизни менять не стал. Только раньше командовал солдатами, а теперь школьниками. С армией я не расстался до сих пор, потому что веду в школе предметно-призывная подготовка. И таким образом связан очень тесно с армейской жизнью. Форма у меня здесь, я вхожу в школе именно в этой форме. Вот, так что армия всегда в сердце, в душе и даже в шкафу рядом. Карате в Поставах с небольшой натяжкой можно назвать спортом номер 1. 20 с лишним лет назад Сергей Седых поставил его практически на профессиональные рельсы, создал клуб. И результаты есть. Его воспитанники хорошо показали себя на соревнованиях в Европе и мире. Есть даже чемпионы. Наш клуб пользуется, я бы сказал, такой известностью, именно, по крайней мере, в нашей федерации Шотокан, потому что мы одними из первых вступили в эту федерацию, сотрудничаем с ней долгое время, уже много вместе пройдено, уже, как говорится, мы сдружились, все инструктора, тренеры и спортсмены друг с другом. То есть это целый кусок жизни. И, конечно, вот даже эта грамота «Элитный клуб 100», она говорит о том, что клуб уже имеет большой вес в федерации, то есть это один из элитных клубов, проверенных временем. Сергей Седых вновь в военных корпусах, где сегодня кипит строительство и сбывается мечта главного поставского каратиста. Это будущий зал для тренировок, просторный и комфортный. Седых знает, как поселить здесь дух карате и перенести философию Востока. Один из самых крупных и стратегически значимых аэродромов Беларуси, он принимал абсолютно все типы военных бортов. Здесь размещался так называемый афганский полк. Поставские летчики были в числе первых, кого отправили в Афганистан. Бывшая взлетная полоса, вернее, все, что от нее осталось.
По ней самолеты уходили вон туда, а там до границы всего несколько километров. Когда взлетку строили, мало кого интересовал вопрос, что при подъеме истребители будут залетать на территории Литвы. После развала Союза попадание белорусских самолетов в воздушное пространство уже другого государства стало причиной расформирования 6-го военного городка в Поставах. Самолеты перебазировались в Ейск. На последнем летчики красной краской написали «Прости нас, Беларусь». Приграничная деревушка Поставского района. Через 200 метров Литва. Преодоление этого вполне пешего расстояния равносильно хождению по мукам. Открыть визу в Минске, потом в объезд к пункту пропуска, ради того, чтобы попасть туда, откуда приехал. Здравствуйте. Здравствуйте, Галина Антоновна, здравствуйте. Здравствуйте, проходите. За долгие годы судьбы литовцев и белорусов настолько переплелись, что разделение госграницы кажется абсурдным. Теперь прямо в огороде у Котовичей стоят сразу два пограничных столба – белорусский и литовский. Вот и все моя работа. Галина Антоновна в Литву ходила по необходимости – в костел и на кладбище. Там родственники похоронены. І що? Годи 4 я ще молилася в Гадусишках за сина. І тут приходили співаки, молилися ми в хаті. І годовую справляла тут. Так це от 6 годів вже, як і туди мене ходять. 6 годів як не пускають. Як поставили, то і що не поставлена була, вже не пускали. А на Мольдові ж вже сили немає ходить. Так вот, такие и дела. Галину Антоновну от мертвых отрезали, а некоторых живыми разлучили. Гунуэф Михневич частенько подходит к границе, чтобы сестру встретить, если повезет. Созвониться дороговато, международный разговор, вот и перекрикивается. Я таки ще другий раз і ближей подойду. Ну, до столба граничного не подхожу, отдали. А она так на дороге стоит, боится. Бо є таможня там, видять вони її. Так вона стоїть тільки на дорозі. Во, сестри дом жовтого. О, як надолонило. Це сестри дом. Я до її йду, вона до мене. Это на день, может, по 5 раз сходим, она до меня. А теперь, вот как была на все святые, вот я с ней не встретился. Ну вот подойду до пути и найдете у костел, знаю. Вот поговор. А что говорить? 100 метров одна до одной. А же слух не такий. Вот. И она проседает, слухает, что я ей говорю. Я от земли бы-то лепее чуваться.